Молодец. Ну, вообще. Что они сказали? Да, что данные записали, все ушли. Второй раз? Да. Уже второй раз такое было? Мы просто стояли, как бы у нас пока было завернуто, я рисовала пока на шарике и записали. Просто так. Красивый, да, плакат? Вообще Вообще отлично. классно. Да. Ну, получается, одиночный пикет у вас? Да. Да? А против чего? Много один? Это плакатов в Нижний Новгород уже? Ну, не оттуда, как бы, люди из штаба Нижнего Новгорода его сделали и кинули в группу Навального. Ничего себе. Блин, что-то тут уже все, это уже не одиночный пикет, ребят. Сюда. Да. Сейчас уже это не одиночный пикет. Это большой шаг для каждого человека, и я надеюсь, что это большой шаг для всей страны, потому что, как видно, во всех городах, 100 городов России заявили, не везде разрешили, но в большинстве городов все-таки все происходит мирно, и полиция не препятствует и не мешает высказываниям граждан. Вот. Все прекрасно понимают, что коррупция, она уничтожает нашу страну, и дальнейшее ее, значит, такое просто беспредельное шествие, оно ни к чему хорошему не приведет. Поэтому вот это все только первый шаг. Поскольку власти очень переживают за то, чтобы из-за того, что очень много людей узнает о фактах коррупции в высших эшелонах власти, я предлагаю каждому сделать еще следующий шаг. Вот. Ну, кто-то сделает, кто-то нет, но если вот я, например, сделаю, то я знаю, что и другие сделают. Это доносить эту информацию до соседей, в подъездах, до родственников. Вот, потому что аудитория, которая посмотрела вот этот фильм, он вам не Димон, она сравнима с аудиторией ведущих каналов телевидения. Вот. И это правда, которую невозможно скрыть, и как бы вот люди здесь собравшиеся, живое тому подтверждение. Собственно, в июне планируется открытие здесь штаба Навального, руководителя фонда борьбы с коррупцией, поэтому я надеюсь, что там будет столько же народу или даже больше. Вот, тем более, что будет лето и будет теплее, будет как-то солнечнее, веселее. Вот. Если кто-то еще что-то хочет сказать, то трибуна открыта для всех. Спасибо. В чате, в Телеграме, когда обсуждали этот митинг, даже там многие не знают, что такое символизирует удочка. Вот немножко расскажу. До фильма Навального, до расследования ФБК «Он вам не Димон» вышел еще один коротенький фильм про Медведева, про его дачу на Плесе под Москвой. Ну, для Медведева, может, это и дача. Для меня, например, когда я посмотрела этот фильм, ну, это дворец, особняк, ролик. То есть, ну, там показаны все хозпостройки эти шикарные, дома для обслуги, вертолетные площадки и красивый такой большой пруд. В центре пруда стоит домик. В этом домике живет уточка. Вы знаете, я вам хочу сказать, что мало кто из нас живет так, как живет эта уточка. И вот в данный момент уточка символизирует воровство, коррупцию, хищение. Вот все то, что чиновники своим воровством лишили нас. Вот в частности меня. Я живу в Сосновой Поляне. Это за Затоном. Ну, кто там бывал, наверное, знают, какие там дороги. Вплоть до того, чтобы вот мне элементарно, чтобы пройти до остановки 10 минут, мне нужно одевать на ноги целлофановые пакеты. Это все жители так делают. На остановке мы их оставляем, садимся в автобус, чтобы ехать в городе в чистой обуви. Обратно добираемся точно так же. Вот этих дорог лишили меня коррупционеры. Это Медведев, Путин, все мы прекрасно знаем их имена, это Шувалов. То есть я рекомендую вообще мало того, что смотреть расследования ФБК, но еще и помогать им материально. Я сама каждый месяц перечисляю 500 рублей, я от них не обеднею, но я зато знаю, что мои деньги идут на хорошее дело, на расследование коррупции, что рано или поздно народ возмутится, народ проснется, что как так можно. То есть примените каждый к себе, чего лишились мы. Вот я лишилась, в принципе, не только хороших дорог. Сейчас еще чуть-чуть потает, и элементарно даже такси к нам не поедет в Сосновую Поляну, ну потому что там просто не проехать, там машины убиваются, люди берегут свои машины. Я лишилась много чего, я не могу жить полноценной жизнью так, как живу я. Например, ездить куда-то отдыхать, я могу позволить себе отпуск там раз в 3 года только, например, куда-то съездить, и то по самой дешевой путевке.
Кто-то, может быть, лишился еще чего-то другого. Да элементарно, ну, все мы ходим в магниты, и, наверное, очень многие из нас покупают товары по желтым ценникам, потому что, увы, к сожалению, наша зарплата маленькая не позволяет питаться нормальной, качественной, здоровой пищей. И вот всего этого нас лишили жулики и воры, Единая Россия, партия жуликов и воров. Товарищи, делайте выводы, не спите, просыпайтесь. Нас обворовывают нагло. Поэтому все на борьбу с коррупцией, поддерживаем Навального. Летом я обязательно пойду в его штаб записываться волонтером. Пора менять эту власть. Пора. И то, что здесь присутствует столько людей, это замечательно. Это значит, люди поднимаются, понимают, что в этой стране что-то не так. Давайте обсудим Сыктывкар. Капремонт подняли. Хотят поднять плату за проезд на автобусе. Не говоря уже о плате за счетчики общедомовые. Конечно же, все эти, несмотря на то, что по телевизору говорят, что все отлично, все замечательно, у нас страна растет. А на самом деле кто растет? Растут карманы высоких чиновников. Конечно же, с этим мириться нельзя. С этим нужно бороться. Сначала парламентским путем, а если не получится парламентским путем, то у нас сегодня 17-й год. Посмотрим, как будет. Спасибо. Ура!